Возвращаясь вот к этой теме твоих челленджей, у тебя есть цена? Вот есть цена умного строя? Например, вот что сделать? Один день, челлендж домработницы. Нет. Нет. Ну, даже вот закинь мне там 5 миллионов баксов. Нет. Гордость или гордыня? Гордость, принцип какой-то. Просто нет. Ты что? Просто понимаешь, что это может быть. Типа, это роль занял уже я. Тебе передавали приветы. Мбаппе. Hey, Miss Short, get in here. Just want to say hello to you. Hope everything is okay. And I hope to see you soon. Нифига себе. Дрейк. Да. А на тебя подписался мистер Бист. Твое имя появилось на Эвересте, насколько я понимаю. Правильно? Какую ачивку из всего этого ты считаешь главной? Эверест и привет от футболистов. Я просто понимаю какой-то риск для людей. Блядь, это жестко на самом деле. Я бы не смог бы так. Забраться вот на эту вершину, да? Не, у меня бы не хватило духу просто. Да, конечно. Это же риск прямой жизни, блядь, по сути. Поговорим про неудобные для ситуации. Самый резонансный случай – это история вот этого 13-летнего подростка из Литвы, который записал привет от президента. Kas, draugi, koks vardas? Nastroji. Nastroji. Nu tai sveikinu su gimtadieniu, su kovo 11. Su kovo 11. Su kovo 11.